Смарт-сіті, разумны горад. Шмат пра гэта чуем, але ці правільна разумеем і карыстаемся. Мінск можа пахваліцца некаторымі новаўвядзеннямі. Да і карыстальнікі смартфонаў таксама маюць дастатковую колькасць дадаткаў і праграм, што робіць жыццё ў горадзе зручней. Але куды імкнуцца далей і чаго яшчэ чакаць? Як не стаць закладнікамі тэхналогій? Размаўляем з Ярославам Бекішем, заснавальнікам кампаніі ПБР-БН у праекце Хай-Ток інтэрв'ю наабарот. Скажи, калі ласка, што такое смарт-сіті, якія індыкатары існуюць дзеля таго, каб горад можна было назваць разумным? Есть такое условное деление городов по умности. Есть цифровые города, напичканные технологиями. Есть города, напичканные технологиями, которые в разных плоскостях существенно улучшают качество жизни горожан. А есть технологии, которые при этом еще и позволяют городу быть конкурентоспособным предприятием, конкурируя с другими городами и даже странами. Вот чем выше город по всем этим трем компонентам развит, тем он умнее. Ага, а скажи, вось ты год прапрацаваў у мэріі Канзас-Сіті і якраз займаўся, я так разумею, развіццём разумных гарадоў. Прыклады якіх гарадоў ты можаш назваць, которые ўжо паспяхова выкарыстоўваюць разумныя тэхналогіі? Технологии выкарыстоўваюць огромное количество городов, но у них и разные часто бывают цели, разные методы. В технологиях сейчас проблемы нет. Технологии опережают подходы управления городами на несколько десятилетий как минимум. Вопрос, как города их используют. Если говорить про примеры, Канзас-Сити за последние 10 лет совершил огромнейший рывок в развитии именно как города, в том числе благодаря тому, как там настроено использование технологий. Если раньше это был город-призрак, еще 15 лет назад стояли пустые небоскребы, люди оттуда разъезжались, сейчас этот город привлекает огромное количество людей, огромное количество компаний, выигрывая как раз в плоскостях и качество жизни, и качество условий для ведения бизнеса, и конкуренцию с соседними городами, допустим. Но примеров таких успешных, котируемых умных городов в мире много, не только в США. Многие указывают на Сингапур, и американцы тоже смотрят и удивляются, как в принципе недемократическое по их стандартам устройство управления приводит к большому прогрессу и достижениям в области качества жизни и конкурентных преимуществ экономических. Столицы европейские многие прославлены тем, насколько они умны. Лондон является таким одним из эталонов умного города. Примеров много. А якія это тэхналогіі, што дазволіла, да прыкладу, Канзас-Сіті з горада-прывіда ператварыцца ў мегаполис? Давай я немножко все-таки отмотаю назад, да? Вот есть города, которые пичкаются просто технологиями дотационными, слежение за трафиком дорожным, еще какие-то вещи. В Канзас-Сити есть подход, который основан на сборе, структуризации, оценки того, что называется Big Data, и использование этой Big Data для улучшения качества жизни и бизнеса. И когда городское управление Канзас-Сити сообщает крупным корпорациям, что у них есть такие условия, что они готовы эти условия сделать преимуществом для ведения их бизнеса, Амазона, допустим, или Verizon, кого-нибудь еще, то бизнес к этому относится с большим интересом. Им интересно получать бигдату, которая поможет им масштабировать свой бизнес потом из Канзас-Сити или какие-то бизнес-модели в другие города. То есть они ведутся именно на эти условия. То есть секрет Канзас-Сити как раз в работе с бигдатой, хотя там технологий масса. Прогнозирование износа асфальта, коммуникации. То есть вопрос не в технологиях, вопрос в управлении технологиями. А что тычыцца Мінска? Можно его назвать уже, хотя бы на таких первых этапах разумным городом? Я слышал много мнений своих коллег, которые говорят, да, тут просто очень грандиозный прогресс. Я бы сказал, что Минск развивается в том числе в направлении смартификации. Сейчас горосполком собрал рабочую группу специальную. Но у меня есть, как и у многих, недовольство, во-первых, целями,
или неполная удовлетворенность целями, которые ставит городское управление в этом развитии, а второе – темпами. Ну, то есть, например, программа управления трафиком. Ее пытаются внедрить уже много лет, уже скоро будет 10 лет как. И до сих пор мы не имеем умного трафика так, как вот хотелось бы. Но опять-таки, пока что вопросы, которые рассматривают как целевые показатели, которые выбирает Мингорисполком, они скорее нацелены на упрощение администрированием города, чем на повышение его конкурентного преимущества. Поэтому Минск не конкурирует с другими белорусскими городами за привлечение там, бизнесменов или как это называется, резидентов и частных, и коммерческих. Он конкурирует и во многом проигрывает эту конкуренцию, например, с соседними странами. Минск против Польши. Уже сейчас известно, что вот, например, по выпускникам школы 2018 года 8-9% из Гродненской и Брестской области уезжают сразу в Польшу поступать, не в Минск. Минск проигрывает Польше. Им не важно, в какой город в Польшу уехать, потому что Минск не дает тех преимуществ ни по сервису, ни по там, каким-то ожиданиям благополучия коммерческого, которое дает Польша. То есть Минск сейчас проигрывает. Хорошо, что об этом все больше стали говорить, все больше стали думать. Но темпы тоже очень важны. Поэтому те программы, которые сейчас реализуются, как я уже говорил, они более дотационные. Давайте потратим деньги бюджетные там, на такие-то системы, на такие-то технологии. Еще пока очень мало маркетинговых решений. Как мы эти деньги потом вернем? На чем мы сэкономим? На чем мы зарабатываем? Как мы привлечем инвестиции благодаря внедрению этих технологий? Поэтому у Минска огромный, не реализованный пока что потенциал. И хотелось бы вот все элементы пазла у нас есть. Хотелось бы, чтобы этот пазл быстрее собирался. А скажи, ти чоловік, який займається цим, все ж технології завсёды працюють на допомогу. Ці існують ті, які, ну, все ж шкодять? Это очень простой вопрос. Технология – это инструмент. И банально будет звучать, что молотком можно гвозди забивать, можно по пальцу себе ударить. Технологии работают на пользователя, в зависимости от того, насколько этот пользователь умеет их применять. Соответственно, мы видим результат от их использования. Мы пока что только учимся. Ну, а скажи, будь ласка, ти чоловік, який працює у цій сфері, притягує працювати у цій сфері. От які б технології вже сьогодні можна було укорінити у Мінську, узявши це з інших городів, і вони просто б тут видатно спрацювали? Не хочу повторяться, но я бы все-таки думал про структуризацию сбора и распределения городских данных для привлечения инвестиционных игроков сюда. Все остальное приложится. Я бы не начинал с простых там, камер слежения, датчиков и всего остального. Я бы начинал именно с принципиальных решений, потому как конвертировать то, чем город и так обладает, ресурсы в виде данных, в інвестиційну привлекательність. А скажи, от існує вельми шмат кіностужок, де технології поустають супротив чоловічества. Наскільки реальний такий сценарій? Мне абсолютно не важно, насколько он реален. Я думаю, что пока что люди представляют для себя намного большую угрозу, чем технологии. Дякую тобі велике за розмову. Смарт-сіті – гэта ў першую чаргу людзі, якія ўмеюць разумна карыстацца прадастаўленымі тэхналагічнымі магчымасцямі. Хрысціна Чарняўская, Александр Лібертат у праекце зялёнага партала «Хай-Ток. Інтэрв'ю наабарот».